Вы смотрите «Вести Тимана-Сосногорск». В студии Влада Гришаева. Здравствуйте. Глава Коми Сергей Гапликов напомнил главам муниципалитетов о персональной ответственности в части реализации национальных проектов. Об этом через несколько секунд, а пока некоторые темы выпуска. Долгожданный последний звонок. В Сосногорске прошли торжественные линейки для выпускников 9-11 классов. Финальный аккорд. Учащиеся детской школы искусств провели отчетный концерт. Секреты успешного бизнеса. Студентам технологического техникума рассказали о тонкостях ведения своего дела. Ход реализации национальных проектов на территории республики стал главным вопросом расширенного заседания Совета по стратегическому развитию, которое 22 мая провел глава региона Сергей Гапликов. В заседании Совета приняли участие руководство правительства республики, региональные министры, главы муниципальных образований. Сергей Гапликов отметил, что на сегодняшний день республика заключила 42 соглашения на предоставление межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на общую сумму 2,8 миллиардов рублей. Следующим этапом является организация работы по заключению соглашений с муниципалитетами. Нам необходимо довести муниципалитетам межбюджетные трансферты по 19 направлениям на общую сумму 1,7 миллиардов рублей. На сегодня до муниципалитетов доведено всего 530 миллионов, что составляет 31%. Сергей Гапликов акцентировал внимание глав муниципалитетов на том, что реализация национальных проектов должна координироваться прежде всего на местах. За результат руководители городов и районов несут персональную ответственность. Здесь присутствуют ваши республиканские кураторы по национальным проектам. Я вас просто прошу организовать конструктивное с ними взаимодействие и до 1 июня, подчеркиваю, до 1 июня, все соглашения должны быть заключены. Это персональная ответственность каждого. Я ставлю перед вами такую задачу. 1 июня я не приму ни объяснений, ни разъяснений, никаких других доводов и аргументов. До 1 июня да, после 1 июня нет. Те, кто не будет выполнять задачи по реализации нацпроектов, могут лишиться занимаемых должностей, заявил Гапликов. По его словам, каждый чиновник на своем месте, цитата, обязан стиснуть зубы, набраться терпения и трудиться так, чтобы все целевые показатели нацпроектов в Коми были достигнуты, так как от этого напрямую зависит улучшение качества жизни населения республики. Кроме того, он настоятельно рекомендовал чиновникам не ныть, а в случаях возникновения трудностей оперативно информировать правительство для их быстрого и эффективного урегулирования. И дал совет не ссылаться на нехватку средств. Для сосногорских старшеклассников прозвенел последний звонок. Со школьной жизнью выпускники прощались как в стенах своих образовательных учреждений, так и на общегородском мероприятии. Андрей Калиничев продолжит. Строгие костюмы у юношей и школьная форма советского образца у девушек. Каждый выпускник день последнего звонка встретил при параде. Ведь это одно из тех событий, которые происходят лишь раз в жизни. Именно поэтому и виновники торжества, и педагоги творчески подошли к организации торжественных линеек. Постарались сделать их уникальными и запоминающимися. Так, в кадетской школе сдавали проект «Выпускник-2019». Над ним в течение 11 лет ответственно работали учащиеся, их родители и, конечно же, коллектив образовательного учреждения. Кем бы вы ни стали, где бы вы ни трудились, каких поступков вы не добились, помните, что именно ваш путь во взрослую жизнь начинался здесь, в городе Сосногорске, в кадетской школе. Я очень надеюсь, что в своей памяти, в своем сердце вы всегда будете помнить, выпускниками какой школы вы являетесь. В день последнего звонка все самые теплые слова звучали в адрес виновников торжества – сосногорских выпускников. Напутствие высказали не только педагоги и родители, но и почетные гости торжественных линеек. Окончание школы – это большое событие. И сегодня вы не только прощаетесь со школой, но и открываете двери во взрослую жизнь. И рядом с вами находятся те люди, которые все это время поддерживали вас. Конечно же, это ваши родители, ваши учителя и ваш классный руководитель. И хочется этим людям выразить слова благодарности и тоже поздравить с праздником.
Главное городское мероприятие, посвященное выпускникам, состоялось в стенах универсального спортивного комплекса «Метеор». Вручение наград отличникам и самым активным родителям, напутственные слова почетных гостей и, конечно же, творческие номера в исполнении артистов и самих выпускников. Все это сделало общегородской последний звонок представлением, которое запомнится его участникам на всю жизнь. Последний звонок – это еще не окончательное прощание со школой. Впереди у выпускников экзамены и получение аттестатов об образовании. И только затем самое ответственное – выбор собственного жизненного пути. Хорошо окончила год. Свобода хоть на лето, но скоро опять 10 класс. В 11 класс еще иду, там будет чувство. Сейчас, конечно, обидно с одноклассниками расстанусь, там больших никогда не вижу большинство из них. Мы ни за что не переживаем, все очень прекрасно, все очень хорошо. Финальным аккордом торжественного мероприятия стал тот самый последний звонок, ставший символом прощания выпускников со школой и начала для них взрослой жизни. Андрей Калиничев, Павел Дурников и Евгений Юрин. Вести Тимана, Сосногорск. Завершился учебный год и для воспитанников Сосногорской детской школы искусств. Его итоги ребята и педагоги подвели на отчетном концерте, который состоялся в стенах Дома культуры «Горизонт». Мастерство юных артистов оценила и наша съемочная группа. На сцене «Горизонта» звучит классика в исполнении воспитанников Сосногорской детской школы искусств. Также в программе вокальные и танцевальные номера. Всего их более 20. К этому большому концерту юных артистов приближал каждый урок, выученный в стенах образовательного учреждения. Это ежегодное событие, которое является таким логическим завершением нашего очередного учебного года. В концерте участвуют наши лучшие ученики. Они весь год готовились, участвовали в конкурсах. Например, Лебедев Степан дважды участвовал в международных конкурсах гитаристов. В этом году у нас был свой конкурс районной ступеньки творчества. Все лауреаты, стипендиаты, все здесь участвуют. Для юных артистов это не просто концерт, а подведение итогов всего учебного года, который принес каждому воспитаннику школы новые знания. Вместе с ребятами этот путь прошли их педагоги и, конечно же, родители. Мы благодарим вас за каждодневный кропотливый труд. Действительно тяжелый каждодневный труд изучения многочисленных гамм и нот. Мне хотелось бы выразить признательность нашему профессиональному преподавательскому составу. Мне хотелось бы поблагодарить вас, родители, за ваше упорство, за то внимание, которое вы уделяете вашим детям, вкладывая в них самое светлое, за то, что привели однажды их в нашу музыкальную школу для того, чтобы сделать их гармонично развитой личностью. На сцене «Горизонта» выступили как первоклассники, так и выпускники. Софья Шабанова уже сдала все экзамены. Участие в отчетном концерте стало для девушки прекрасной возможностью сказать школе спасибо за все полученные в ее стенах знания. В музыкальной школе, во-первых, это ответственность, потому что это постоянная движуха какая-то, концерты, выступления. Очень весело, много эмоций получаешь в музыкальной школе, много друзей также нашла здесь. А вот Диана Юлмухаметова только завершила обучение в 1 классе, и у нее еще все впереди. Меня там учат играть все разные пьесы, там всякие. Лохламонта, прелюдии. А больше мне всего нравится песня «Два веселых гуся». Это самая легкая песня. Впереди у ребят летние каникулы, а уже осенью начнется новый учебный год, который принесет воспитанникам школы искусств новые знания и творческие победы. Павел Дурников, Андрей Калиничев и Евгений Юрин. Вести Тимана, Сосногорск.
В рамках национального проекта по поддержке предпринимательской инициативы с 20 по 26 мая под эгидой правительства Республики Коми прошла неделя предпринимательства. Сосногорская библиотека имени Якова Рочева стала одной из площадок, где состоялась встреча представителей местного бизнес-сообщества со студентами Сосногорского технологического техникума. С чего начать и как стать успешным бизнесменом? И стоит ли вообще становиться предпринимателем? На эти и другие вопросы отвечали те, кто знает все тонкости этой сферы, кто учился этому непростому делу на собственном опыте. И тем ценнее их советы и наставления. Мне бы хотелось с вами поделиться своим опытом. В каком плане? Как принять решение в этой жизни? В свое время я очень долго мытарился и думал, куда направить свою энергию, свои умения, знания и жить в то же время интересно и достойно, так назовем. Вот. Вы сейчас находитесь в очень интересном возрасте, такой серьезном возрасте, когда надо заниматься собой. Вы сейчас впитываете всю информацию как губки. Я бы вам искренне хотел посоветовать, чем шире вы разовьете свой кругозор на данный период времени, тем легче вам будет принимать решения в вашей последующей жизни. Вот. Я в свое время тоже не мог принять решение, ставил все на весы, то одно, то другое. И меня, честно говоря, направила на правильный путь книга. Вот. Я начал очень много читать, и таких очень много всевозможных развивающих психологических книг. Каждый из приглашенных бизнесменов сегодня прочно занимает свое место в экономике, успешно воплощает в жизнь идеи и проекты, а также активно участвует в жизни Сосногорского района. Такие встречи очень полезны, считают организаторы мероприятия. Они помогают молодым людям сориентироваться в большом разнообразии идей, грамотно оценить свои возможности и способности. Для кого-то это станет моментом принятия важного в жизни решения – стать бизнесменом. Сегодня мы сделали такое мероприятие, сказать бы, праздничное. В течение года мы встречались с ребятами, говорили о предпринимательстве, приглашали предпринимателей к нам на встречу, они делились своим опытом, проводили обучающие мероприятия. И именно вот наше содружество с Сосногорским технологическим техникумом, и мы его продолжаем. И поэтому встречи с настоящими предпринимателями, которые добились уже чего-то в жизни, для них, конечно, являются очень важным. Вот, потому что, возможно, конечно, каким-то образом, я думаю, наши встречи повлияют на их формирование в жизни. В дополнение к встрече была подготовлена выставка, посвященная развитию предпринимательства Сосногорского района. Здесь фотографии, истории об успешном бизнесе, а также интересные проекты, которые, между прочим, по сей день воплощаются в жизнь. Елена Двожик, Влада Гришаева и Евгений Юрин. Вести Тимана, Сосногорск. Те, кто следит за спортивными новостями и сам активно принимает участие в мероприятиях, смогут насыщенно и интересно провести предстоящие выходные. Так, в субботу на стадионе «Гладиатор» состоится муниципальный велопробег среди дошкольников «Мой друг велосипед». На старт юные велосипедисты выйдут ровно в 11. А уже через час здесь же всех желающих приглашают принять участие в муниципальном этапе летнего фестиваля ГТО. Он приурочен к 5-летию возрождения физкультурно-спортивного комплекса на территории России. Напомним, начало в полдень. В физкультурно-оздоровительном комплексе в 6-м микрорайоне продолжаются игры по баскетболу в рамках регулярного сезона «Лига глухаря». В очередном игровом дне примут участие команды из Сосногорска, Ухты, Водного и Нижнего Одесса. Начало первой игры в 15 часов 15 минут. А уже в воскресенье в клубе единоборств «Гладиатор» состоится открытое первенство города Сосногорска по рукопашному бою среди юношей и девушек, посвященное Дню выпускника. Кроме местных, в соревнованиях примут участие спортсмены из Ухты, Сыктывкара, Печоры и Емвы. Начало в 10 часов. В завершении выпуска о погоде. В последние выходные мая погода будет разной. На большей части территории произойдет смена воздушных масс с холодных на более теплые. В субботу ожидаются ночные заморозки до -2, -4 градусов. Днем в среднем +6. В воскресенье станет немного теплее, но с дождями. Ночью около нуля, днем 8-10 градусов тепла.
Это все, что мы успели рассказать вам сегодня. Напомню, что уже в это воскресенье любой желающий может принять участие в экологической акции по раздельному сбору отходов «Зеленая суббота». С 11 до 13 часов на площади имени Гагарина жители города могут сдать макулатуру, использованные батарейки, а также пластик. По словам организаторов, такие акции помогают развитию экологического воспитания населения, в первую очередь объясняя, чем полезен раздельный сбор отходов. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и удачных выходных! Уважаемые жители Республики Коми, 3 июня в нашей республике будет отключено аналоговое телевещание. Еще есть время, чтобы настроить ваши телевизионные приемники на цифровое телевидение. Настройся на цифру сегодня, чтобы не остаться без телевидения завтра.